День Победы уже не за горами. Ученики лицея номер 160 получают Знамя Победы. Его они будут хранить как священную реликвию. Такое ответственное мероприятие проходит максимально торжественно. Великий День Победы – одно из главнейших достояний нашей страны. Именно поэтому получить данное знамя считается невероятной гордостью. Мероприятие проходит в Уфимском лицее и включает в себя выступления самых талантливых учеников из различных школ, чтение стихов, минуту молчания, ну и, разумеется, вынос самого знамени. Для чего нужны подобные мероприятия? Мероприятие очень важно, ведь мы вспоминаем своих прабабушек, прадедушек, которые прожили это все. И надо каждый год это отмечать и вспоминать, ведь они прожили очень много бед и отдали свои жизни ради того, чтобы мы жили и начинали новые поколения. Как вы готовились к этому событию? Мы готовились очень тщательно, подбирали костюмы, работали над эмоциями, выстраивали весь танец, чтобы все было похоже. И это не просто танец, мы вложили туда все чувства. Знамя Победы – флаг, водруженный 1 мая 1945 года на крыше здания Рейхстага в городе Берлин. Свою историю мы проходим на школьных уроках, но не всегда ученики готовы получать информацию только в качестве лекций. Поэтому школа организует образовательные мероприятия, где обучают детей, а также дают им возможность прочувствовать всю важность и торжественность подвигов наших людей. Что для тебя значит Знамя Победы? Я считаю, что знание о Знамени Победы – это очень важно, так как мы должны знать, что было давно, что проходили наши предки, и с помощью чьих сил и как мы сейчас живем. Почему важно помнить о Великой Победе? Мы не должны забывать историю нашей семьи, потому что в Великой Отечественной войне участвовала каждая семья. У каждой семьи уходил прадед или дед, и он своими силами, своей жизнью старался для нас. В преддверии 9 мая все образовательные учреждения готовятся к масштабным выступлениям. Чтобы достойно почтить память, будут задействованы лучшие из лучших, созданы впечатляющие номера и сцены, которые затрагивают до глубины души. Создавая все это, дети могут сами переместиться в атмосферу тех тяжелых времен и понять, через что пришлось пройти их бабушкам и дедушкам ради победы. Знамя Победы является государственной реликвией России, официальным символом победы советского народа и его вооруженных сил в Великой Отечественной войне. До конца года в каждой школе пройдут подобные мероприятия. Эля Власенко, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей.